Один из лучших примеров достижения результатов в энергосбережении показала Печора. В прошлом году муниципалитет модернизировал уличное освещение, а в рамках перекрестного субсидирования удалось заменить светильники в малокомплектных школах. Удачным опытом необходимо поделиться и с другими муниципалитетами, заявила первый заместитель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева на заседании Кабинета министров региона. Члены правительства обсудили ход программы по энергосбережению в Коми и нацпроекта образования. Татьяна Супряткина подробнее. Республиканская программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитана до 2026 года. Грамотно пользоваться ресурсами значит меньше платить по счетам. Режим экономии первыми стали внедрять в жилом фонде. Оснащение общедомовыми приборами учета электроэнергии сегодня почти 100%. За свет, за расчет его потребления отвечает ресурсоснабжающая компания, а вот за приборы учета воды и тепла уже сами собственники жилья. Поэтому оснащение этими счетчиками гораздо хуже. К примеру, в Воркуте лишь 1%, а в целом по республике общедомовыми приборами учета теплоэнергии обеспечена примерно половина домов. Государственные учреждения тоже не торопятся переходить на режим экономии. Энергоэффективные контракты активно заключают пока только Минсоцтрудкоми. Уже действует 13 соглашений. Экономия от потребления энергии в год более 13 миллионов рублей. А в то же время учреждения Минздрава региона задолжали энергетикам крупные суммы. В год платежи за свет превышают несколько миллионов, но ведомство заключило всего 3 энергосберегающих контракта. Мы недавно с депутатским корпусом совместно предоставили из резервного фонда правительства порядка 700 миллионов рублей на компенсацию. 11 слайд, да. Порядка 700 миллионов рублей на компенсацию и погашение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями. Вот я бы хотела провести, довели ли все деньги, спросить первый вопрос, Лариса Игоревна, довели ли все деньги до медицинских учреждений? Да, деньги доведены, Эльмира, до медицинских учреждений. И вопрос заключения энергосервисных контрактов тоже на контроле у Министерства здравоохранения республики. Часть медицинских организаций на сегодня еще не заключили такие контракты, но там есть объективные причины. На режим экономии активно переходят муниципалитеты. На местах идет модернизация уличного освещения. Заменены почти 80% старых светильников на энергосберегающие. Самый успешный опыт показала Печора. Только в прошлом году там установили 7 тысяч светодиодных ламп, а за счет экономии удалось заменить оборудование в малокомплектных школах. В 2022 году на мероприятие по энергосбережению бюджет муниципального района Печора направил более 11 миллионов рублей. Внебюджетные инвестиции по данному направлению составили около 17 миллионов рублей. Привлекательность энергосервисного контракта для заказчика очевидна. Нет экономического эффекта, нет оплаты за услуги энергосервисной компании. Заказчик рассчитывается только за счет средств, сэкономленных в результате внедрения энергосберегающих технологий. А при отсутствии снижения объемов потребления энергоресурсов энергосервисная компания не вправе претендовать на оплату работ. Просьбу поделиться, кто у вас занимался, я имею в виду специалиста на уровне администрации, и дать положительный опыт другим главам муниципальных образований. Вот, может быть, как-то в гости пригласить, коллеги ваши пригласят теперь уже, значит, к себе и наглядно показать. Спасибо большое. Опытом готовы поделиться и в сфере образования. Об этом говорили уже в рамках обсуждения реализации профильного нацпроекта. Коми, один из первых регионов, вошел в федеральный проект «Профессионалитет». На базе Сыктывкарского лесопромышленного техникума открылся образовательно-производственный кластер. С 1 сентября приступили к обучению первые студенты. В короткие сроки их обучат по 6 рабочим профессиям. По окончанию это будут квалифицированные специалисты с хорошими знаниями и практическим опытом. Отремонтировали полностью здание мастерских, сделали благоустройство, оснастили 4 учебных мастерских, современное оборудование. Вы здесь видите фотографии, очень тяжелое оборудование, в нашем понимании сложное оборудование для эксплуатации, очень дорогое. И 6 новых направлений подготовки благодаря этому проекту мы начинаем реализовывать для предприятий лесопромышленного комплекса. Под особым контролем правительства Коми строительство учебных заведений. В рамках нацпроекта образования сейчас идут работы в Выжме. Возводится школа на 600 мест, а также в Емволе Эжевинского района Сыктывкара. Оба объекта строит один подрядчик – компания «Петробалт». В Выжме отставание от графика 20 дней, а по школе в Эжве общая техническая готовность 52%.
Работы замедлились из-за несвоевременных поставок железобетонных конструкций. Глава Коми лично ездил на завод в Пермь. После этой встречи строительство продолжилось. Необходимые конструкции поставляются. До конца октября в Коми завезут все необходимое количество, заверили в Минстрое республики. Татьяна Супряткина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.